Друзья, доброго времени суток. Ездила в магазин сейчас, вот купила. Я-то здесь так не беру овощи и фрукты, потому что ну, здесь у нас дорого. Я там, когда еду за товаром, покупаю в основном. Ну, сегодня надо, думаю, маленькую сетку куплю лук. Я даже не помню, если честно, сколько он стоит. Вот честно не помню. Вот, начну отсюда. Я купила себе зарядку за 500 рублей. Зарядку и сим-карту себе купила. Мне, чтобы видео грузить, что-то моя барахлит. Так, угу. Это я купила, мне посоветовали омега-3 турецкая для Софишки. Тут рыбий жир, все это, чтобы мозг хорошо работал. Ну, я периодически даю. А мне что, не работает мозг? Работает. Ей это с Америки отправляли, у нас были они. Ну, закончили, сейчас вот детская я купила, это очень хорошая омега. Короче, за 500 рублей. Дальше АЦЦ, девочки. Купила АЦЦ, это мне Залина, у нас терапия за отделением, посоветовала. Мы ей ингаляцию делаем, и народную, и такую, и этот барсучий жир, и мажем, и с чаем даем, то есть с молоком. И этот сироп, ну, не проходит этот кашель, она просто не умеет эту мокроту сама, ну, выплевывать, да, скажем так. Она говорит, вот это само по себе, оно там разжижается, вот это купи киса, АЦЦ 200. Ну, вот я сейчас купила для нее, вот начнем давать. Это ей тоже конфетки в больнице дали, девочки. Девочки, смотрите, купила, Исхан попросил галушки из куриного мяса. С подливой, чтобы и такой, чесночной и томатной. Я не курицу купила целую, а так, это домашние бройлеры, там люди приезжали там с какого-то села, у них все по кускам, вот крылышки отдельная цена, вот эти отдельная цена, ножки отдельная цена, ну, в общем, вот так вот я взяла, короче говоря. Бананы я купила, персики, вот я чуть ниже сделаю экран, а то котлеты, ну, котлеты иногда бывает там, поджарить, когда там готовой еды нет, раз там картошку отварил или вермишель, и котлетки поджарил, и в принципе хорошо, да, бывает. Ну, колбаса это так. 2 булки хлеба. Хлеб у нас вот этот особенный, я хотела показать, это полностью с кукурузной муки, он 40 рублей. Вот у нас обычно хлеб 20 рублей стоит, а вот такой 40, он внутри желтый, здесь вот из кукурузной муки, да, он делается, он дороже, надомнули. И я редко берем, потому что я хлеб не ем. Можно сказать, я уже это дело забросила. Так, иногда чуть-чуть. Вот. Потом ящик лимонада. Это что-то около 600 рублей. Не помню, сколько это, вот так вот. Потом недавно я показывала вам эти конфеты за 550. Я брала тогда, когда Исхан пришел, я купила эти. А потом, в следующий раз я пошла, уже были банановые. Я в тот раз показывала. Они вот эти вот внутри, когда кушаешь, трескаются. Взрывная карамель. А другие, которые я купила в прошлый раз, они банановые были, они не взрывались. И Софишка была расстроенная, она хотела, чтобы они взрывались. В общем, я эти в садик отправила конфеты почти все деткам. А я говорю, я тебе новую куплю, а те я отправила в садик. А сейчас я купила вот эту новую упаковку, вот они внутри взрываются. Дальше типа 40 по 50 рублей. Ну, некоторые 45, некоторые 50, вот творожок детский груши. Ну, 6 штук, это Софишке я купила. Чабан, сливочный сыр, тоже дети все любят у меня его. Дальше, ну, вот такая выпечка, она 200 с чем-то. Чай пачка, не помню, 230 рублей. Хотела купить такое, чтобы заварку сделать, но я его беру в Хасавюрте. Там всегда хороший чай, без подделок. И подешевле. У нас прям дорогой был. Пока пакеты пойдет. Это вискас для котика, для нашего. Чабан, брынза. Вот кусок 410 рублей. Вот что этого кусочка, да? Сколько тут? 622 грамма. Почти 500 рублей один кусочек сыра. Дальше. Огурцы. Огурцы до этого у нас были. Вот первый раз я купила огурцы. Морковка 3 штуки. Ну, у нас замороженная есть в холодильнике. Так, если на лагман я хотела, там, на плов, так взяла я. А виноград 2 видов, черный и такой светлый. Ну, это там еще кое-что Исхан купил. Он завтра будет уезжать, там друзья заказали ему, чтобы он привез. Что-то он там еще купил. Вот, это он повезет туда. Дальше яблочки.
чтобы быстро сейчас, чтобы это все сварить, 2 пакета галушки готовые. Вот сахар тоже буду, мешок большой и на зиму, и муки куплю там. В Хасавюрте есть, здесь дорого. Ну и 2 воды. У нас вода-то хорошая, когда пить вкусная. Ну для чая заварка, ну, такая мутная становится. Чай невкусный бывает. Вот я иногда беру, мне хочется хороший чай, ну так частенько. Так-то мне подарили на день рождения кулер, Хадижа подарила. Но там надо купить эти бутылки, они по 20 литров, чтобы менять, чтобы каждый раз воду 2 пустые отвезти, 2 заправленные привезти. И никак мы к этому не придем. Но сейчас я займусь этим. Чтобы всегда была в кулере горячая и холодная вода. Ну, в общем, все. Ну, девочки, вот в магазин я зашла. Там-то нас чек не выдают. В магазине я зашла, я дала 5000. А другое, там вот курицу, бананы, персики, огурцы, яблоки, виноград. Это я брала на рынке. Лук. Это я брала на рынке. Я, в общем, не успевала 1000 рублей доставать, и мне там давали 100 рублей сдачи. Ну, вот так вот. Ну, я так полагаю, 1008 у меня ушло. Если не больше. Вон 500 софишки, вот эти витамины. Я же говорю, вот 230 чай, 500 с чем-то конфеты, почти 500 сыр, котлеты, мясо. Это мясо тоже где-то у меня, грубо говоря, на 800 рублей вышло. Ну, все вместе. Ну, это все не пойдет сегодня, еще там на супчик, может, останется. Ну, вот, в принципе. В общем, вот так вот. Сейчас поставлю, помою, поставлю это мясо, пускай варится. И сделаем зажарку. Все, ну, в общем, галушки Бесхан захотел, чтобы сварили галушки сегодня. В общем, вот так вот. А дальше в продолжении к этому видео у меня будет что-то из обзора. Я прикреплю к этому видео, поэтому номер тоже будет для заказа. Оставляю в ссылке свой номер телефона. Это кто не знает, потому что новые тоже приходят ко мне. Ну, в общем, все вот так. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Все, всем до свидания. Девочки, все, процесс орехов начался у нас. Собираем мы орехи. Продажи будут у меня обязательно. Просто пока мы только начали, они же должны подсохнуть хорошо. Просохнуть, потому что они так могут в дороге преть. Вот, поэтому пока они просушатся хорошо, потом обязательно, да, буду продавать. Обязательно будут у меня орехи в продаже. Там уже многие спрашивали, заказывали. Вот, поэтому вот такие вот дела. Бесхан приехал домой. Мы сегодня поедем, сейчас пока он в рабочих вещах работает, пока я не буду его показывать, а мы на вечер поедем к старшему деверу моему, к дяде Бесхане, там поснимаю я и куда-нибудь в кафе, ресторан заедем, посидим, ну, в общем. Анжела, он где Софишка игрушек шается? А, лять маха, Софишка. Лять ташилю. Кашлять тебе, что при всем этом? Так, цветочки пока сюда поставила на стол. Ну, Исхан там с отцом, они там работают, что-то там, что-то делают. А Софишка балуется. А Софишка балуется, да? Где моя ракетка? Кит, можно все вынес? А, только собрать ела, Анжел, да удир, да? Анжела сама поможет? Бабс, Исхан сводит, да. А хули еще? О, крокодил. Ракетки. Это что, его чумят? Ничего, тут ракетка. Его ракетки есть, ляг. Ишник. Это, юга, важник, хожал? Красный. А, точно. Девочки, вот то, что Софишка я оставила, тоже костюмчик привезла на продажу, который детский. Вот на ней, смотрите, как хорошо. Спинку закрывает. Софиш, покажи. Спинку закрывает, и не холодно. Такой теплый. Вот. А вогонь. У папы бомбинтон лоузи. Hou在那样，可以好久。 Софишка с братом играет. Если Анжелин гой игрушка, что он чего доудит, да? Ничего?
Трава до сих пор зеленая, хотя листья уже желтеют. А трава вот так долго еще будет зеленая. Да, Софиш? Давай. Ляг, так ты поедешь сегодня в Грозный мол? Поеду. Ты смотри, чтобы ты опять не потерялась там. Ну, конечно, потерял. Потерялась? Не уходите мне. Вот это чувак потеряла. Девочка, все, порезала лук, жарю. Просто у меня есть, бывает, жарится вот такой лук и такой порошок. Не порошок есть, как приправа есть, она горная трава. Ее потом перекручивают, и получается из нее этот самый, ну, порошок такой, ажо, буц, олцунах по-чеченски, я не знаю, как по-русски это, забыла я, как по-русски это называется, короче, не помню. Кто знает, подскажите. Вот. Здесь уже у меня закипело, варится мясо куриное. Обработала, обсмолила, все, что надо, сделала. Вот. Такие вот дела. Вот. И что я хотела сказать? Ой. Девчонки, я еще хотела сказать, вот такие вот кастрюли, например, этот самый, многие там думают, что вот именно УМС, это все УМС. Нет, это вот Турция. Я с этой кастрюли сейчас сняла знак, но он нечаянно прилип сюда. Вот название, надо убрать сейчас, нечаянно прилип, пока я лук резала. У нее есть названия разные, этой турецкой посуды. ОМС, Эврон, вот как вот здесь, другое название, не могу вспомнить сейчас. Подожди секунду. Я хочу сказать, многие, кто не знает, что разницы нет. Это все Турция. У нее все одинаковое качество. Я еще раз повторяю. Мы работаем напрямую с заводом, с Турцией. Нам прямые поставки привозят, девочки. Везде семислойная защита. Не пригорает в этих кастрюлях еда совершенно. Не нужно их тереть там сетками, там, да, например, ложками в них. Вот, например, сейчас, секунду, я покажу. Это не то, что я там умничаю, да, просто многие не знают. Вот такими предметами железными там мешать нельзя. Вот такими вещами пользоваться, там, если что-то мешаете, и тогда стенки не будут царапать, и она прослужит 100 лет. Вокруг тоже не надо сеткой тереть. Использовали все губкой с фейри под краном. Все, тереть ничего не надо. Сеткой вот этой грубой не надо. Вот, и они прослужат 100 лет. У меня вот просто панель подходит, поэтому я себе... Ну, у меня тут внизу как бы золото идет. Вот, у меня она подходит вот так вот. Здесь толстые, хорошего качества крышки. И за счет этого, допустим, такая еда, как жаркое, там, плов, там, овощи бывает, я там нарежу все кубиками, там, баклажаны, помидоры, перец болгарский, там, морковка, лук, все это, да, вот. Блюдо есть такое, да, десятка, тоже в домашних условиях тоже готовим, салаты такие разные. Все, что есть, я от себя тоже фантазирую. Все, что есть, кубиками обрезала, отдельно в сковороде зажарочку сделала, потом это прокипело, все, ага, и это очень вкусно. Вот такую приправу, ее, ну, бульон, да, его делают, и вот, например, это лук хорошо пожарился, да, туда, когда он уже пожарился, в котором мясо варилось, бульон сюда добавляют, вот, потом вот эту приправу, которую горную я сказала, а потом, вот, когда галушки варятся, кидают же там штуки 4-5, кто как хочет, картошки тоже, потому что, когда на поднос, ну, выкладывается, то ложат картошку, мясо по краям, да, а внутри галушки вот эти, то, например, 2-3 картошки оставляют, чтобы, ну, на поднос положить, а 2-3 варят именно, и потом толкут картошку, сюда тоже положить, вот лук пожарился, да, потолкли картошку, положили потом эту приправу, бульон, и такое получается очень-очень вкусно. Но у меня дети любят еще с томатом. А с томатом я как-то, ну, я вижу, конечно, что это все делается, что варится, и люди делают, да,
Но у меня дети, как я еще раз говорю, любят с томатом. Где я видела это первый раз и влюбилась, это когда мы раньше жили там, в Ростовской области, я по-моему, рассказывала, но так как люди новые пришли, я еще раз скажу. У нас соседи тогда жили, и напротив чеченцы, и справа, и с левой стороны, ну, много было чеченцев там. И вот я ходила к ним в гости, мы общались там, они меня многому чему учили. Но у них мать была, они сами вообще родом с Хосюта, то есть Ахмат-Юрт теперь, ну, с президента, где живет, с села, где живет, ну, откуда родом, то есть наш глава республики. Вот. Ну, тогда-то этого как-то, ну, мы не знали, как это все, ну, в общем. Мы поддерживаем и сейчас отношения, мы друг к другу в гости ездим. Не так часто получается, потому что девчонки все замужем, у каждого свои семьи, дети. Конечно, хочется почаще видеться, но не всегда получается. Вот. Вот у них я увидела первый раз, что у них были две подливы. Одна чесночная, а вторая вот с томатом. И там мне понравилось, теперь тоже я готовила, и детям тоже нравится. Сейчас лук пожарится хорошо, и томат и бульон, в котором варилось мясо, совместим. И этот очень вкусно получается. Так, сюда чеснока побольше начистим. На 2 пялки мы просто сейчас уезжаем, так что перекусить. Значит, подливу я сделала томатную. Такая вот аппетитная, вкусная подлива. Хорошо прожарила лучок. И картошку растолкла, положила вот сюда. В общем, это то. Дальше галушки кинула. Они уже почти закипают. Вот. Сейчас они закипят. Некоторые бывают чуть-чуть прилипаются, но когда они закипают, они рассоединяются. Мясо я достала сюда, положила. Друзья, всем доброго времени суток. Висханчик. Это снова Висхан, и снова я с камерой. Я сегодня днем не снимала, мы, правда, были очень заняты. Даже Висхан приехал. Ничего, как обычно, я люблю снять, этого не было, да, Ви? У нас такая история, друзья. Я даже боялась вам показывать двор и снимать. У нас, когда привезли эти ворота, да, первый раз, там спустя несколько дней получилось то, что, ну, мы стали недовольны краской. Видимо, то ли дешевой было покрашено, что-то ржавчина пошла. И мы, в общем, отдали эти ворота, чтобы заново нам перекрасили, да. И все это время наш двор был открыт, каким-то брезентом закрыт, как-то у цыгане, рай, шалаше. Даже просто стыдно было, элементарно мне даже двор показать. И как-то получилось так, что он никто не мог краску найти, я не знаю. Где-то месяц у нас вот так двор был накрыт брезентом. Это было ужасное зрелище. И сегодня вот мы сейчас ездили к деверу в Беркат-Юрт, только приехали в гости, с гостей, то есть. И приезжаем домой, нас дома не было, но бабушка была дома. А этот мужчина за это время привез со своими детьми эти ворота, и уже установили все в покрашенном виде. Вообще, ну, классно вообще. И прям блестят, тут видно, что краска сейчас дорогая, белая сама матовая, и золото он много сделал. Вот, то они какие-то бледные были, как-то некрасиво. Ну, что-то мы стали недовольны потом. А в этот раз он прям капитально дорогую краску купил. И хорошенечко закрасил, именно дорогой краской все сделал. И теперь вообще шикардос просто. Просто выглядит шикарно. Конечно же, это все, девочки, вот это все арка, сама арка и эти ворота, это просто вышло нам, я не знаю, на 300 с чем-то тысяч. Только вот это все, вот арка,
То есть материал, там же видите, сколько кирпича пошло. Они там, а как эти мужчины трудились, это ужас был дикий. По жаре, тогда я помню, ураза была еще. Каждый кирпич там вырезать, сколько слоев, вот так, это сколько, а сколько оставалось кирпича, половинки, ну их уже никуда не денешь, это считается БУ, да? Ну, в общем, кирпич подорожал, кирпича мы взяли намного это дело. Потом, когда делали, заливали бетон, арматура, это все. За работу, за одну работу у нас вышло, что они клали, 190 тысяч за работу, не считая кирпича, сколько пошло цемент, арматура, фундамент. И вот такие ворота, они сейчас стоят 180 тысяч. Нам, конечно, сделали... Я и рекламу сделала хорошую. Ну, я рекламу делала по Чечне. Почему? Потому что из-за пределов никто не приедет, не купит, да? Вот. Нам они, конечно, достались намного дешевле. Человек наш и знакомый, и плюс, естественно, реклама. Вот. Но сейчас я просто очень довольна. Это просто что-то вообще шикарное и красивое. Вот когда фонари будут на улице, еще красиво. Потом здесь все везде плитка светлая, лавочка белая с козырьком, тоже красивая лавочка. И плитка красивая. Елочки-то, может быть, вообще фонари на улице. В общем, иншаллах, что мы сделаем, будет очень красиво. Ну, это мы сейчас приехали, любуемся. Очень нам нравится, да? Очень красиво. Мило, Анжел? Балбеш. Не, мил аса хин садичер. Мал трудиться динацо. И кирпичи ж резать ж. Мы на озеро уезжали, приезжали, мы домой приезжаем, они работают. Он сам один день, да, несколько дней. Ша, балбеш, варбер. И нам так жалко было, да, что он не покушал или не покушал. Мы в обед дома ж не были. Отцом сих ям организовать, он же, помнишь, что от минуты ям не ела, она его позвала, он говорит, Аша обедит, я в кафе съездил. Сюда, сих ям, в общем, сейчас это просто что-то шикардосное. Мне очень нравится, вообще классно. Чтоб в эти ворота только все хорошее было. Хаз вискание, ну сколдалаш, да? Хаз в этот двор. Сан, не любите тем. Я говорю, Исхану невесту, чтобы завели в этот во двор, говорю, через эти ворота. Он говорит, да. Это и столб, да, легко рыбах, папс, Исхан. Столб убрать, везде эта плитка будет за двором. Фундамент, это в кафель цане. Шилер, цаиш, да, чтоб не под дождем, да, что-то совал, швыря, что? Весь пыль стояла такая. Ну, короче. Лерин Богобеш, но я хочу сказать, это того стоит, да, все наши ожидания, и труд, и, конечно, очень много ушло финансов, очень много. Я говорю, за одну работу 180 тысяч делается он. Не считая кирпича, это все. Просто, что он его клал. Ну, конечно, он трудился. Богомар хороший. Он трудился. Девочки, у них размеры 46-52. Кто будет заказывать, чтобы вы знали, от 46 до 52. Ну, это вообще классно, девчонки. Вообще супер. Вот они пришли упаковками. Все это будет в наличии. Заказывайте. Платья вот такие вот разные. Большая скидка. Поэтому заказывайте. Тут 52-е разные, 50-е. Вот такие вот красивые костюмчики. Все новое пришло. Самый большой найди, пожалуйста. Маечные платья. Самый большой размер какой у вас? Здравствуйте. 3XL это какой? Я имею в виду, он подходит к какому? Мне нужны такие вот 66, 68. Вот такие мне нужны. 4XL пойдет, да?
Вот такие красивые маечные девочки, платья тоже многие заказывали, большие размеры. Вот они пришли, они есть, расцветки. 66-й, 68-й, кто хотел. Девочки, смотрите, какие рубашки длинные пришли, размеры. И короткие, вот такие вот теплые, классные, женские. Вообще сейчас сезон. И длинные, типа как полупальто они есть. Вот такое качество. Очень хорошее у них, смотрите. Цвета абсолютно разные, размеры тоже. Смотрите, какая красота. Вот они как вельвет, ну прям теплое такое качество. И с юбкой, и с брюками можно носить. Ангор прям, знаете, вот ангор прям очень хорошее качество. Их привезли нам очень много, прям упаковками. А также вот такие вот костюмы брючные. Вот такие жилетки разных размеров. Есть и длинные, вот такие. Знаете, какое хорошее качество, супер. И черные, и вот такой вот цвет, как типа бордовый. Теплые девочки. Вот такие более идут как молодежные костюмы, велюровые. В общем, красота вот такая, смотрите. Вот такой вот вариант. Смотрите, как это красиво смотрится, девочки. Теплые. Вообще не будут не продавать ничего. Насколько их очень много пришло, я их сейчас буду закупать. Они будут в наличии, девочки. У них размеры разные. Они вот и с рисунками, и вот на карманчиках вот так вот. Ну, в общем, они очень красивые. Разные расцветки. Сейчас именно сезон. Одеть платье, сверху безрукавку, и вообще классно. Просто супер. Вот они, смотрите, эти халаты длинные. Смотрите, абсолютно разные расцветки. Абсолютно разные. И с капюшоном есть. Цвета тоже разные. Смотрите, как красиво. Очень хорошее качество, девочки. И вот такие вот короткие. Молодежные, да, скажем так, с капюшоном короткие есть. Вот такая вот расцветка, вот такая. Вот какие симпатичные расцветки. Это все пришел новый товар, девчонки. Смотрите, какие красивые. Их очень много пришло. Стопками. Вот они, смотрите, висят, девочки. Такие длинные, они классные. Расцветки абсолютно разные. Абсолютно разные расцветки. Велюровые, абсолютно разные цвета. И качество очень хорошее, девчонки. Вот такие вот халаты. Велюровые, вот такие зеленые. Они разные цвета. Пришли. Много новинок. Халаты вот эти, девочки. Вот эти вот платья, такие велюровые. Они теплые. Вот это вот, посмотрите, девочки. Посмотрите, какое у них качество. Они как, я не знаю, как шуба прям. Настолько они теплые. Смотрите, внутри какое качество. Это просто, я не знаю, чудо из чудес. Настолько у них хорошее качество. Вот такие я раньше продавала, помните? Кто брал у меня, те должны знать, какое у них хорошее качество. Также вот эти вот, смотрите, велюровые. Разные цвета и размеры тоже. Девочки, которые у меня покупали, они помнят, насколько хорошие вот эти платья. Просто они очень хорошо камеры. Вот женщина, видите, меряет безрукавку. Цвета у них разные, теплые. Вот какой халат красивый, смотрите, теплый. Видишь, чуть-чуть маловато. А? Чуть-чуть это маловато. Маленький? Где маленький? Не маленький, смотри. Еще большой, зачем тебе? Филис, смотри. Вот, видишь? Он теплый, ты так и знаешь. Теплый, да? Вот такая вот красота, девочки. Смотрите, костюм. Разные цвета, как с тигром. Тигровые. И расцветки вообще разные.
Какие у них размеры? Девочки, вот я вам говорила, показывала костюмчики детские, которые бывают. Я приехала их закупить. Софишки красный такой был, помните? Вот начинается вот с такого, 28 размер, серенький, велюровый. Отличный пошив, девчонки. Отличный пошив, очень-очень красивые костюмчики. Это 28. Вот такой нежно-розовый, тоже 28. Вот такой же розовый, 30 размер. Ну, до 8 лет они, кажется, здесь. 30. Далее у нас какой? 32. Вот такой прекрасный цвет, фиолетовый. Они тепленькие, детям и в садик можно ходить, и дома. Спинка закрывается, видите, за счет чего они хорошие, что спинка закрывается. 32. Вот такая вот серенькая расцветка. Такой как будто блестит он, видите? Вот, 34, 36. Смотрите, 36. Смотрите, какая красота. Правда? Тепленькие костюмчики. Они и стираются легко. Их буквально на 18 минут, как пледы вот эти. Вот такой вот 36. Можешь купить, Софишки, такой для садика. У нее так красненькие есть, ну, 38, вот такой вот. Это уже прям размерчик такой, не знаю, лет на 8. Вот. Дальше 40-й. Вот зеленый какой красивый. 40 размер. 40-й. 40-й вот такой, вот такая вот расцветка. 40-я идет. Это для взрослых костюм. Видите, оно тут идет тройка. О, вместе кофта, брючки и сверху еще одна накидка. Вот такие вот бордовые, у них цвета разные. Это новинки привезли, троек у нас еще не было. Это сейчас привезли, вообще теплые, классные. И 40-й вот такой вот. Тоже вот такой размер. Ну, их очень много привезли. Я уже себе отобрала, эти упаковки беру, поэтому. В общем, чтобы было понятно, как это смотрится, вот я вам показываю. Вот тут они, цвета разные, девочки, абсолютно разные цвета. Вы видите, да? Просто незаменимая вещь в доме. О, сколько красивой посуды. Хочется, вот эти тоже кастрюльки очень хорошие. Они продаются отдельно, можно купить отдельно. Вот такие наборы есть. А вот отдельно купить там тоже там суп, борщ варить. Очень хорошая. Удобная такая кастрюлька, знаете. На семью бывает. Может, людям не надо набора, просто кастрюлька нужна. Вот. Вот такие вот дела. Чайники. Совершенно разные, со свистками. Я себе такой купила. Мне он очень радует. Сообщает, как он приготовит еду. Готовит закипятить чай. Вот такой вот. Интересные очень чайники. Фиолетовый. Вот. Смотрите, какой красивый чайник. Машалла. Вот такой вот фиолетовый. Очень красивый. Ну, разные-разные они. Совершенно разные чайники. И посуда. Вот такие наборы, если кому надо. Здесь и сковородка, кастрюля. Смотрите, какой большой набор. Вот такие вот комплекты. Вот это вот сейчас очень... Девочки, смотрите, мы уже начали обзор детских комплектов. Уже потихоньку шифонер освободили, тумбочки некоторые повыносили. Ну, на это не обращайте внимания. В общем, обзор. Называется из мультика «Холодное сердце», да, Анжела? Да. Это Эльза или Анна? Эльза. Анна темненькая, да? Вот, в общем, вот такой комплект. Эльза и Анна. «Холодное сердце». Вот в комплект идет наволочка. Вот такая простынь, это полуторка. И одеялка. Стеганое одеяло. Вот такая вот красота. Да, Софишка? Покомментируй нам, пожалуйста. Тебе нравится такая постелька? Да.
Красивая, да? Софишка очень любит Эльзу и Анну. Такое платье я делала, как у Эльзы и Анны, чтобы показать уже. М? Друзья, у нас все это, мы сейчас все разносим по своим местам, убираем, сейчас придет мастер, будет разбирать мебель, выносить. В общем, не удивляйтесь. В общем, вот такое вот стеганое одеяло, девчонки, классно. Под одеяльник ничего одевать не надо, все. Растернули опять, качество очень хорошее. Девчонки, которые получили у меня уже эти постели, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вы в личку мне писали, вы очень довольны. Людочки, а вот это я покажу, как нужно лежать на ней. Может быть, не стоит рисковать? Мам, это вообще-то мое. Нет, может быть, не стоит рисковать? Мам, я тебе говорю, что я такую хотела. Да у тебя все есть. Мам, я такую хочу. Видела, я тебе на фотке показывала. Видела? Вот это безобразные обои, все будет убираться. А то тут такой цвет, тут такой, это тогда уже доклеивалось, чтобы Это не мой. брать обои, но все это уже уже всему пришел конец. Что-нибудь однотонное. Растевать шикарного ремонта я не буду, потому что это потом будет все делаться под магазин. Но освежить и все такое. Девочки, обращаюсь к женщинам, кто делал ремонты, кто в этом соображает, знает. Смотрите, вот это вот, смотрите, между двумя окнами, да, что можно было бы сообразить, как бы можно было шторки, тюли сделать, может быть, как-то над окном, вот так вот, и с этой стороны вот так вот, чтобы посередине вот это место, да, чтобы я могла поставить вот этот комод с зеркалом. Я не хочу, чтобы он здесь стоял. Я просто хочу, чтобы, когда мы здесь ремонт сделаем, чтобы где стоит шифоньер, поставить кровать большую, а здесь в углу где-то купить кроватку Софийке, потому что, ну, с ней уже тесно спать, реально, она уже выросла девочка. Чтобы купить беленькую кроватку под цвет мебели, вот как у Хадижи была. Ну, у Хадижи-то прям такая большая, нам поменьше надо. Вот, купить кроватку и сюда поставить, чтобы она здесь спала, Софичка, в комнате, потому что она сама боится, у нее своей комнаты нет у нее пока, это уже в новом доме будет. Ну, вот так вот, чтобы поставить сюда кроватку, а вот это вот зеркало, чтобы его поставить сюда между окнами. Но если вот так делать, то там же зеркало, смотрите. Здесь же вот зеркало вот так, да, оно к стенке прибито, например. А здесь, если его повесить на штору, это будет некрасиво. А вот если так, чтобы было тут открыто, ну, поклеенные обои, ну, я уже думала жалюзи, но все равно как-то, ну, не знаю. Или как-нибудь вот так вот боком шторки сделать, тюль, как-нибудь. Подскажите, пожалуйста. Я-то примерно знаю, что я хочу, но, может, кто-то даст такой вообще хороший совет. Ладно, ближе к теме. В общем, из этой серии, ну, мы еще откроем, покажем то, что мы не показывали. Из этой серии, например, вот это Анна, это для девочки. Человек-паук, это для мальчика. Вот такая вот, Савичка, оставь. Вот такая вот кукла Лол, как на картинке. Это вот для девочки комплект, да? Дальше, что мы еще показывали? А, еще такая кукла Лол есть. А, не, ну это одинаковая, да? Савичка, другая есть у нас кукла Лол? Вот. У нас еще была кукла Лол. Сейчас найдем. А, вон она, в зеленом. А, в зеленом? Да. На, тогда этот хотел. Угу. Давай, подай ко мне, пожалуйста. Не, эти-то две одинаковые, просто сложенное одеяло. Вот, да. А вот такая кукла Лол, то здесь уже вот такой рисунок, крупная кукла Лол. А так рисунок 3D, все один в один. Их кто-то порвал. А, это мешочек, ничего страшного, мы заклеим там. В общем, вот так вот, смотрите. Бэтмен. Бэтмен. Для мальчиков. Это мы сейчас покажем. Вот так вот холодное сердце. Бэтмен. Это мы сейчас вам покажем. Вот, это тоже новинки. Я только их привезла. Эти-то у меня были. Еще тачки есть. Машинки. Вот. А кукла Лол вот как на рисунке. Ну, я вставлю сюда ролики, чтобы вы могли посмотреть, как это смотрится еще. Мне здесь порвато. Вот, смотрите. Вот как смотрится холодное сердце. Деткам, девочкам очень нравится. И кукла Лол тем, кто поменьше, чуть постарше. Анна, Эльза. Ну, в общем, очень хорошие комплекты, девчонки. Я просто советую. Так, Потому что, почему? Потому что пододеяльники одевать не надо.
Одеялки легенькие, хорошее качество. Ну, в общем, как-то так. Далее, друзья, Бэтмен. Это для мальчика. Мальчики очень любят. У нас когда-то Висхан в школе был на Новый год этим Бэтменом, скажем так. Анжелик, алло, что? Сделай фокус. Покажи нам одеяло. Вот такой вот красивый Бэтмен, девочки. На самом деле цвета яркие, насыщенные, красивые. Очень хорошее вот такое одеялко, стеганое, хорошее. Ни под одеяльничек одевать не нужно. Совершенно ничего. Хорошее очень качество. Смотрите. Отличное качество. Отличное, девчонки. Полторашка. Для детей идет полторашка. Вот такой вот Бэтмен. Свет плохой сейчас уже. Мы пока занимались всеми этими делами. Ну вот так вот, смотрите. Вот постелька для мальчика.